Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. От этнокультуры до политологии. 12-й международный форум историков-кавказоведов завершился в Сухуми. 13 инициативных групп по 12 округам. Продолжается регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Сухумского горсобрания. Рифмы на рейце Абхазо-Адыгский литературный фестиваль продолжил свою работу. Началась регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Сухумского городского собрания. За 4 дня зарегистрировано 13 инициативных групп по 12 округам. Всего в Сухуми 19 округов. В будущем созыве полномочия депутатов существенно расширены. Как говорят юристы, у представительного органа власти появились политические рычаги. Поэтому интерес к этим выборам может быть выше, чем за все предыдущие годы. Наши корреспонденты выясняли, какие из полномочий городских депутатов могут представлять интерес для их избирателей. Выборы в органы местного самоуправления еще никогда не приковывали к себе столько внимания, как в этом году. Вероятно, большой интерес, в частности, к Сухумскому городскому собранию связан тем, что существенно расширились полномочия местных депутатов. Прежде всего, депутаты органов местного самоуправления утверждают глав отделов структурных подразделений администрации городов и районов. То есть непосредственно и принимают от них отчеты каждые полгода, а потом в конце года второй. Это эти люди, которые непосредственно отвечают за направления в нашем городе. Это образование, здравоохранение, муниципальные дела, то есть это коммунальные услуги и так далее. Значит, депутат вашего округа имеет право вызвать главу соответствующего отдела и спросить, почему что-то не сделано и когда это будет сделано. Если образно говорить. У жителей столицы есть возможность влиять на бюджет Сухума через своих депутатов. Проще говоря, представитель округа в городском собрании может способствовать решению каких бы то ни было проблем – коммунальных, экологических, социальных и прочих. Орган местного самоуправления принимает бюджет на год. На следующий год, и в котором заложены все расходы, которые планируются в следующем году, которые планирует администрация осуществить на следующий год. И они видят, на что именно будут потрачены деньги налогоплательщиков. В момент принятия бюджета они активно, руководство администрации заставляют менять графы бюджета в пользу тех или иных районов, потому что у депутатов в этот момент появляется возможность влиять на ту помощь, которую город оказывает конкретно в его районе. Даже то, как выглядит город, зависит от деятельности местных депутатов, естественно, в связке с администрацией. Но имея рычаги влияния, горсобрание способно не допускать нарушений в сфере градостроительства. Органы местного самоуправления утверждают планы городских застроек. То есть, к сожалению, у нас нет нормативных документов. Вот сейчас приняли градостроительный кодекс, и уже мы надеемся, что какие-то нормативы будут спущены на уровень местной власти, и что находится именно в ведении органов местного самоуправления и органов государственного управления на местах, то есть администрации городов и районов. У местных депутатов появились и политические рычаги влияния. Именно от их решения зависит, кто будет находиться на должности главы района или города, независимо от решения президента. В законе и раньше было прописано, что городское собрание должно утверждать главу администрации, и в том числе и главы структурных подразделений, таких как, например, городская милиция, больницы и в целом всех руководителей городского уровня. Но в законе не были прописаны сроки, и в ряде случаев, зачастую по нескольку лет, главы администрации могли находиться без утверждения или согласования в тех случаях, когда они знали, что городское собрание их не поддерживает. В предыдущем созыве, который сейчас уходит, в течение их работы сроки были четко ограничены. И теперь ровно в течение 2 месяцев любой глава администрации, которую назначила руководство страны, должен быть утвержден. У нас уже есть примеры
в районах, где районные собрания не утвердили присланных руководителей районов, и они были заменены на другие. Это существенный рычаг, как мне кажется, когда районное собрание или городское собрание по сути принимает решение вместе с руководителем государства о назначении или не назначении этих руководителей. Но, как говорит юрист городского собрания, никогда политические предпочтения сухумских депутатов не оказывали влияния на решения, принимаемые органом местного самоуправления. Я уже 3 созыва являюсь юристом Сухумского городского собрания. Мне отрадно, что в Сухумском городском собрании никогда не было политики. В Сухумском городском собрании люди разных политических взглядов, как и наше общество, но никогда их политические взгляды не влияли на принятие тех или иных решений. Как говорит действующий депутат Сухумского городского собрания Инал Тужба, этот паритет необходимо сохранять и впредь. Ранее и по сей день, в принципе, Сухумское городское собрание является таким неполитизированным органом. У нас есть у каждого отдельные свои определенные мнения по и политической обстановке в нашей стране, и по каким-то повесткам, которые происходят. Надеюсь, что и в дальнейшем наше государство, нынешняя власть сегодняшняя, она сохранит ту же тенденцию и не будет делать из нашего органа политически управляемый такой орган, потому что люди должны быть свободны, люди должны свободно выражать свое мнение, они должны просто находиться с людьми и помогать им, а не под диктовку кого-либо, там бы не было, делать то, что им скажут. Как рассказывает председатель избирательной комиссии, будущие кандидаты обращаются с вопросами, где один из часто задаваемых: может ли стать депутатом органа местного самоуправления руководитель подразделения администрации, например, директор школы или главврач. В законе прописано, что баллотироваться такое должностное лицо может, но совмещать кресло депутата и свою должность нет, то есть придется делать выбор. У нас есть уже ряд случаев, где работники структурных подразделений, не работники, а главы структурных подразделений хотят баллотироваться, обращаются, мы им разъясняем, что вам, господа, потом позже придется ставить свои должности. Кто-то соглашается, кто-то нет, но в целом вот эта группа лиц, которые и любые служащие от самой администрации города. Это не обязательно руководители, просто любой служащий, потому что это вызывает прямой конфликт интересов между законодательной и исполнительной ветвями власти. Работают депутаты городского собрания на добровольных началах, то есть без зарплаты. На вопрос, что движет людьми, желающими занять такую ответственную должность, граничащую с самопожертвованием, сотрудники городского собрания говорят о том, что это хороший старт для политической карьеры. Наверное, тоже они хотят помочь проявить себя. Прежде всего, наверное, проявить себя, показать, что они могут помочь своим избирателям. И дальше это очень хороший карьерный рост. Мы знаем, что спикер парламента начинал свою политическую деятельность именно с органа местного самоуправления, Сухумского городского собрания. Опыт ему, естественно, помог, и вот результат. Здесь ты не зарабатываешь денег, здесь ты зарабатываешь либо имя, либо очень хорошие связи. В настоящее время идет регистрация инициативных групп кандидатов. Затем каждой из них предстоит набрать не менее 50 подписей живущих на территории их округа избирателей. И только после этого начнется регистрация самих кандидатов в депутаты, которая продлится с 19 по 28 октября. Выборы в Сухумское городское собрание состоятся 8 ноября. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. 12-й международный форум историков-кавказоведов, приуроченный к столетию Абиги, 80-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне и юбилейной дате со дня рождения первого президента, завершил свою работу в Сухуми. С 1 по 3 октября ученые из Российской Федерации, а также из ряда ближних стран обменивались опытом и знаниями в рамках многочисленных профильных секций, круглых столов и пленарных заседаний. В обширной программе форума нашли свое отражение самые разнообразные темы, от этнокультурных до политологических. Впечатлениями от масштабного форума с нашей съемочной группой поделились организаторы и участники. 12-й международный форум историков-кавказоведов собрал вместе большое число видных знаковых ученых. Пленарные заседания, профильные секции с докладами и представлениями обширных научных трудов, тематические круглые столы. За 5 дней в рамках форума была проделана большая работа. Столетие института – это, конечно, это
чем мы можем гордиться, что удалось нашим ученым. И одновременно вот сегодня, собираясь всех ученых, и мы хотим сказать спасибо нашим ученым, которые творили абхазскую науку. Это корифеи. Плюс еще многие ученые, молодые, даже узнали об абхазских ученых. Конечно, я радуюсь, я горжусь, что именно в Абхазском институте, именно в Абхазии, что удалось нам провести такого уровня форума, и что, возвращаясь, есть что сказать нашим гостям. И, конечно, это будет продолжение, и каждый раз, когда они будут проводить конференции, форума, будут приглашены наши ученые. Нынешний форум объединил 250 человек. Это один из самых масштабных за последнее время. Северокавказский федеральный университет, который я представляю, он является одним из соорганизаторов данного форума совместно с Абхазским институтом гуманитарных исследований и Южным научным центром РАН. Как соорганизаторы мы, конечно, постарались совместно со своими коллегами создать атмосферу таких очень дружеских научных дискуссий. Отрадно, что в данном мероприятии принимают участие молодежь с каждой республики Северного Кавказа. Здесь представлены и ученые старшего поколения, и молодые исследователи. Это дает возможность им общаться между собой, делиться идеями, направлениями, а самое главное, дает возможность найти понимание между различными национальными историческими школами. Расширение границ изучаемого – главная задача форума, в котором приняли участие историки, кавказоведы, политологи, социологи, археологи, этнографы, лингвисты и многие другие. Благодаря проведению подобных мероприятий ученые из разных стран, объединенные одной большой междисциплинарной темой, в данном случае кавказоведением, могут обменяться мнениями, подискутировать в важных, порой спорных вопросах, дополнить и обогатить знания друг друга. Те, которые приехали, принимают участие, они удивлены тем, что в Абхазии нет архивов, но в Абхазии есть серьезные ученые, которые поднимают даже неожиданные вопросы. Но мы говорим только о истории. Нет, историю невозможно изучить без археологии. Тематика там 18-21 века, но история абхазской государственности, история христианства, история вообще неизученная еще культура нашего народа. Но им это очень, конечно, необходимо изучить. И те, которые, вот, скажем, и в Турции, и в Армении, и в Азербайджане, не говоря там о том, что в России, там, в Германии, они хотят сказать, что у них в Иране, в Ираке очень большие материалы об Абхазии. Значит, будет время, когда наша рука дойдет до этих архивов нужных. Нам надо будет выучить несколько языков древних для того, чтобы вот разгадать ту необходимую для нашей истории секреты. Программа завершающего дня форума весьма обширна. Утро началось с проведения круглого стола, посвященного памяти безвременно покинувших нас в 2025 году абхазских ученых Станислава Засимовича Лакоба, Николая Алексеевича Трабш. Уже после обеда перед собравшимися выступили политологи и историки, рассматривающие современную историю Кавказа. В том числе обширный доклад на финальной пленарной секции представил ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов. А у меня будет выступление на финальной пленарной секции, и оно будет посвящено Абхазии, взаимосвязи исторического контекста и актуального политического. Я буду делать доклад на основе своей публикации, которая в прошлом году, в конце прошлого года вышла. Называется «Трансформация абхазского конфликтного поля». Я буду говорить о том, что ситуация в Абхазии, как и, собственно, на постсоветском пространстве, она не может изучаться только в контексте распада СССР. Потому что получается, некое событие вырывается из общего контекста, фокусируется все на либо достоинствах, либо недостатках советской системы, но конфликт существует и после распада СССР, прошло 30 с лишним лет. Он трансформируется. А то, что произошло в конце 20 века, оно уже тоже не в вакууме появилось. То есть, с моей точки зрения, задача посмотреть на ситуацию в Абхазии на протяжении того, что Фернан Бродель называл длинное время, 150 лет.
Потому что у нас, когда приезжают некоторые журналисты из России, удивляются, почему актуальна тема махаджирства, допустим, а почему актуальна тема грузино-абхазского соперничества. Ну, вроде бы конфликт же завершен, Россия признала Абхазию, все, можно расслабиться, как говорится, но темы актуальные. Вот я, собственно, и попытаюсь объяснить. В завершающий день форума также состоялось финальное пленарное заседание, в рамках которого подвели итоги мероприятия. Рада Чачава, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Специальный репортаж с закрытия 12-го международного форума историков-кавказоведов смотрите после выпуска новостей. Состоялась встреча министра иностранных дел Олега Барцидзе с политологом, ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО МИД России, главным редактором журнала «Международная аналитика» Сергеем Маркедоновым. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной международной повестки дня, а также вопросов абхазо-российского взаимодействия. Особое внимание было уделено форматам сотрудничества в сфере дипломатического образования, кадровой подготовки сотрудников МИД Абхазии, в том числе при МГИМО, а также взаимодействию с российскими научными и экспертными кругами. С 20 января 2026 года меняется порядок выезда детей младше 14 лет из России в ряд стран ближнего зарубежья. Загранпаспорт россиянам до 14 лет потребуется для поездок в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Кыргызстан. При этом детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам России по-прежнему можно въезжать в эти страны по внутреннему российскому паспорту. Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по нему в Россию. Это поможет защитить детей от незаконного вывоза в другие страны. Злоумышленники могут использовать чужие или поддельные свидетельства о рождении, в которых нет фото, сообщили в МИД Российской Федерации. Первый форум команды Абхазии пройдет в Сухуми 7 октября. Площадка объединит бизнес, власть и общество. В нем будут участвовать активные граждане из всех районов. Руководство страны, финалисты одноименного конкурса, рассказал гендиректор команды Абхазии Георгий Габуня. 7 октября в городе Сухум пройдет первый большой форум команды Абхазии. Это мероприятие проводится впервые. Это большая коммуникационная площадка для бизнеса, власти и общества. В рамках данного мероприятия будет происходить обмен мнениями, обмен различными проектными идеями для того, чтобы выработать более широкие взгляды на решение значимых и очень важных проблем и решений в социально-экономической жизни Республики Абхазия. Мы надеемся на то, что эффективность данной диалоговой площадки позволит нам говорить о том, что данное мероприятие будет происходить ежегодно. В рамках мероприятия предусмотрено подписание различных важных двусторонних документов с президентской платформой «Россия – страна возможностей». После пленарного заседания намечена работа 3 секций по важнейшим стратегическим направлениям развития Республики Абхазия. Первая секция – это вопросы, касающиеся туризма и развития туриндустрии в общем. Вторая секция – это вопросы энергетики, инфраструктуры Республики Абхазия. В рамках 3-й секции будут рассматриваться вопросы и проблемы социальной сферы, это образование, спорт, культура и многое другое. Политическая партия «Единая Абхазия» подписала соглашение о сотрудничестве с Всероссийской общественной организацией «Молодая гвардия Единой России». Глава «Молодой гвардии» Антон Демидов уточнил, что главная задача организации – включение представителей Абхазии во Всероссийскую молодежную сеть, предоставление возможностей для развития личности и молодежного движения в целом в самых разных областях. Он подчеркнул важность установления дружеских отношений между сторонами. На встрече также объявили о создании молодежного крыла «Единой Абхазии». Его возглавит Леон Бигвава, рассказал исполняющий обязанности руководителя партии Алхаз Барзанян.
Администрация Сухума готовится к возможному ухудшению погоды. Со следующей недели в республике ожидаются ливни и необходимо не допустить подтоплений, подчеркнул глава города Тимур Аграба на рабочем совещании в администрации Сухума. Сюжет об этом пресс-служба администрации столицы. Глава администрации Сухума Тимур Аграба провел совещание с участием руководителей коммунальных служб и начальников управ микрорайонов столицы. Основной вопрос – подготовка к возможному ухудшению погоды. Со следующей недели в Сухуме ожидаются обильные дожди. План мероприятий, на который нацелил все службы глава города, включает спектр необходимых работ, чтобы по возможности не допустить наводнения и подтоплений. 7 числа обещают снова обильные осадки, и поэтому праздники закончились. Я думаю, в выходные можно будет поработать. Если у кого-то есть неотложные дела, у каждого из вас есть заместители, поэтому до 7 числа готовимся. Сейчас план мероприятий подготовим. Басла, Адзябшка, Риквара, Сухумка. Из той техники, которой мы есть у нас распоряжение, ей пользуемся. Что нам не хватает оперативно с районов или откуда-то, берем в аренду и ставим на все реки. Желательно на выходы. Там, где Басла впадает в море, там уже коса образовалась, то есть если она немного поднимется, она людей затопит. Поэтому работаем без выходных. По Адзапу вы работали вроде, да? Синопское закончили ущелье? Синопское закончили. Костя, план мероприятий ты подготовишь, поручение всем раздашь, и надо поработать. Не допустить, постараться не допустить того, что было у нас. Ряд замечаний Тимур Аграба высказал по существующей проблеме несанкционированной стройки в столице. Персональная ответственность всех профильных служб за подобные правонарушения будет усилена, подчеркнул глава Сухума. Изо дня в день где-то в какой-то части города что-то новое появляется, не согласованное ни с архитектурой, ни с нами. Значит, домоуправление. Значит, я думаю, где-то с 20 октября мы начнем ездить по всему городу. Каждый из домоуправов, из руководителей управ должен знать, что это за объект. Я когда вам присылаю фотографии, вы пару дней выясняете, что это за объект, как он появился. Такого это вообще недопустимо. Каждый из вас несет персональную ответственность за то, что творится у вас в районах. У нас есть архитектурный надзор вообще, или кто за этим следит с архитектурой? Мы регулярно, ездим по городу. Ну, вы сами ездите, да? А дела такого нет у нас. Ну, сотрудники. Сейчас будете штатное расписание на 26 год готовить. Включите туда отдел архитектурный надзор, его назовите. Это будут специалисты, которые не в кабинетах будут сидеть, а целыми днями будут ездить и смотреть, что творится в городе. Кроме того, обсудили вопрос оказания помощи гражданам, пострадавшим в ходе стихии в столице. Тимур Аграба поручил начальникам управ оперативно подготовить всю необходимую документацию на комиссию по чрезвычайным ситуациям. Максимально усильте работу, людям надо помочь, не затягивая, резюмировал глава столичной администрации. Устья рек расчищают в Гудауте, сообщает спутник Абхазии. Коммунальщики ведут работу на реках Кистрик, Гудоу, Adzлагарка, сообщили в администрации района. По словам начальника управления ЖКХ Феликса Симсим, это делается для предотвращения подтоплений из-за ливней, которые ожидаются на следующей неделе. В Государственном комитете по репатриации состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир репатриантам. На церемонии присутствовал президент Бадра Гунба, который вручил ключи новоселам. Квартиры, которые получили репатрианты, расположены в трехэтажных домах в селе Мачара Гулрыбского района. В доме имеются трехкомнатные, двухкомнатные и однокомнатные квартиры с хорошей планировкой и качественным ремонтом. Репортаж с церемонии смотрите в рубрике «Амшахтыс» в нашем вечернем эфире. Абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице» прошел в Музей боевой славы имени Арденба. В этом году на фестиваль прибыли поэты, писатели, исполнители из трех братских республик – Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгеи.
Фестиваль проводят с 2018 года, и за это время литературная связь между Абхазией и Северным Кавказом крепнет. Поэты и писатели переводят произведения друг друга. Выходят новые книги, сборники поэзии. Один раз в год все они встречаются на фестивале «Рифмы на Рице». Подробнее Надежда Боровикова. Ежегодный абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице» учрежден в 2018 году с целью укрепления культурных связей между абхазским и адыгским народами. Так у писателей, драматургов, поэтов, журналистов, создающих произведения на родных языках, появилась площадка для знакомства, встреч, общения и обмена литературными новинками. Но культурные связи между Абхазией и братскими республиками Северного Кавказа зародились, конечно, гораздо раньше. После окончания войны Владислав Григорьевич понимал, что необходимо еще больше укрепить взаимосвязь между Северным Кавказом и Абхазией. Он способствовал, а порой даже сам инициировал поездки поэтов, писателей, художников на Северный Кавказ, как бы продолжением этих начинаний, именно послевоенных начинаний. Зарина Канукова придумала этот фестиваль, который еще больше нас связывает уже молодое поколение, молодых писателей, поэтов, художников, молодых ученых между Кабардино-Балкарией, Адыгеей, Карачаево-Черкесией. И сегодняшнее мероприятие, сегодняшний фестиваль посвящен 80-летию Владислава Ардзенба. Идейным вдохновителем, инициатором создания фестиваля является адыгейская поэтесса, писательница и драматург Зарина Канукова. Благодаря ее усилиям в этом году на фестиваль в Абхазию приехали делегации из 3 республик Северного Кавказа. И одним фестивалем работа Зарины Кануковой не ограничивается. Интересно, что писатели, поэты не создают шоу, массовых мероприятий. Это интеллектуальная работа. И наша работа продолжается между фестивалями. Мы переводим друг друга, мы помогаем прийти к читателю, мы расширяем свое пространство. Сегодня вышло 2 книги на абхазском языке. Артура Кенчишаува, поэта из Карачаево-Черкесии, и моя книга. Но это работа, которая происходила в течение 10 лет. Наши стихи переводятся Анатолий Лагула, Владимиром Зантаре, Сергеем Агындия, и собирается это все в редакции журнала «Алашара». Дмитрий Габелия собирал все это. Инна Хаджимба переводила мою пьесу «Цария». И я думаю, что наша работа будет продолжаться. В составе делегации из Кабардино-Балкарии журналист и переводчик Лилиана Шартанова, поэт и певец Хасан Алала, поэт и музыкант Анзор Апшев. Последний студент Северокавказского института искусств впервые приехал в Абхазию и вдохновился на стихи. Я первый раз в Абхазии, и вчера я, гуляя по набережной, написал стихи, которым хочу открыть. Социально гуфа тыгам даджагу логуми пшаша восхой психаш шабл псипапшам жибгаждофарза абхазнаша запаскижаш. А сейчас на ваших глазах мы вот эти слова попытаемся перевести на русский язык. И это подстава Лилиана. Лилиана у нас переводчик. И посмотрим, что у нее получится. Радуется вся земля. Играет вместе с солнцем. Голубь с неба приземлился, да, ко мне. Журчит вода, ветер ей вторит. Меня встречает абхазская земля. Семейный дуэт из Карачаева-Черкесии Азамат и Асията Шибоковы привезли с собой народные инструменты и аккомпанировали поэтессе Мадине Адзиновой. Поэт из Адыгеи Тимур Дербе прочитал стихи, посвященные добровольцу, герою Абхазии Мурату Шавгенову. Фестиваль растет, развивается и строит новые мосты между народами. В первый же год нашего участия родился младший брат у фестиваля «Рифмы на Рице». Это строфы Наруфага. И мы приглашали, с удовольствием слушали
как читает стихи на абхазском языке, как читает стихи даже на адыгском языке, и как читает стихи русских классиков, уважаемый Дмитрий Габелия. Творческая встреча Димы прошла в республике Адыгея 2 года назад. А в прошлом году мы провели творческую встречу с молодым актером, великолепным чтецом стихов. В него влюбились все жители республики Адыгея. Это Саид Камкия, актер молодежного абхазского театра. У Зарины Кануковой много друзей в Абхазии. Писатели, поэты, художники знают и высоко ценят вклад, который она вносит в укрепление культурных связей и развитие национальной литературы. Она за 3 года сделала это брендовым проектом. Мы ездили в Кабардино-Балкарию и выступали на горе Чигет, там, где Высоцкий и Висбор читали стихи. Туда подняли. А когда мы там появляемся, все журналисты с ней ходят. Она главный редактор газеты «Горянка», правительственной женской газеты. Она вообще многогранная. Очень. Она ездит в Индию, она ездит на Кубу, и везде начинается с Абхазии. Вы же знаете, что ее родной брат погиб здесь, герой Абхазии. Нургали Кануков, на Мамзычке с Новожановым, это истинные герои. Причем они интеллектуалы были, первые добровольцы Владислава Григорьевича. Есть указ о их награждении. «Рифмы на Рице» – это камерный небольшой фестиваль, но несущий важную миссию. Встречи, душевные разговоры, созерцание красот Абхазии, обсуждение литературы и искусства – это прекрасная опора для крепких дружеских отношений между братскими народами. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ. Сообщество водителей трансфера Республики Абхазия в партнерстве с Республиканским движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» и при поддержке Министерства туризма провело традиционную благотворительную акцию для семей, пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов. Те, кто ежедневно встречает туристов на границе и доставляет их в города и села республики, уже 5 лет находят время для другой важной миссии – помогать семьям, которым нужна особая поддержка. В этом году акция сообщества водителей трансфера Абхазии была посвящена родственникам пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии. В этом году акция у нас собрала 1 750 000 рублей. 161 семьи мы выделили. Внимание, это частичка памяти. Сейчас тоже дорабатываем список с добровольцем с помощью Рисварга, работаем по добровольцам. 9 семей, которые приехали сюда на праздник, мы передали, кому-то отправили. Сейчас дорабатываем этот список. И вот благодарю всех, кто присоединился. Сообщество водителей трансфера Абхазии появилось в 2020 году. Его основали ветераны войны, сотрудники запаса силовых структур и профессиональные водители. Сегодня объединение насчитывает более 400 человек по всей стране. Для них работа в туризме не только профессия, но и возможность делать добрые дела. Вот те ребята, которые ежегодно в течение 5 лет проводят эту акцию. На их плечах уже 5 лет проходит эта акция. И по району провели. Вот парень был, Раджи Гогохи, он поднялся в Акармару. Эмух Басиня в Акармару. Да, в Акармару поднялся. Также каждый из них объезжал семьи, домой приходили, они нам рассказывали. За прошедшие годы ассоциация проводила аналогичные акции в поддержку инвалидов войны, семей погибших бойцов. Постоянным партнером остается движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Его председатель Гули Кичва отмечает, каждая встреча с матерями и родственниками пропавших бойцов – это не только материальная помощь, но и прежде всего внимание и память, которые дороже любых денег. Никакие материальные блага не вернут детей. Но вы бы знали, какая это радость. Вы же видели, когда вы приходили, женщина сидела в постельной, она больная, но у нее слезы покатились не от того, что она сына потеряла, а от того, что ее вспомнили. Это дорогого стоит. Мне буквально вчера звонила
дочь героя Абхазии Леонид Добкин, Астан Добкин, она прямо вот так чувственно сказала: Гуль Михайловна, спасибо. Я сказала, не мне надо спасибо сказать, а надо сказать водителям трансфера Абхазии, которые этим делом занимаются уже 5-й год. Но меня, говорит, что вспомнили, а она сирота. У нее ни мамы, ни папы нету. Она, кстати, очень талантливая художница. И она говорит, чем я могу быть полезна этим ребятам? Я сказала, вот то, что ты сказала, я сейчас им передам. На самом деле это дорогого стоит. Сегодня участникам акции вручили благодарственные письма. Министр туризма Астамур Логуа подчеркнул, водители трансфера – настоящие амбассадоры Абхазии. Ведь именно они первыми встречают гостей страны и при этом находят силы заниматься благотворительностью. Он поблагодарил их за гражданскую инициативу и пообещал, что подобные проекты получат еще более широкую поддержку со стороны государства. Хочу, Миша, в лице тебя всех коллег, ребят, поблагодарить за ваш труд, за то, что вы делаете, несмотря на все сложности. Тут надо отдать должное. Вы, ребята, которые, во-первых, как амбассадоры абхазского государства, первые встречаете наших гостей, занимаетесь этой деятельностью, тем самым содержите свои семьи и еще находите время вот поддержать такие акции. Большое вам спасибо. Акция Ассоциации водителей трансфера уже стала важной частью общественной жизни Абхазии. Их инициаторы благодарят всех, кто помогает, и уверены, эта традиция будет продолжена, и с каждым годом ее охват станет еще шире. Заур Кварча, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Запрещенную к ввозу табачную продукцию почти на 230 тысяч рублей изъяли в Гагрском районе. В магазине в селе Алахадзе сотрудники Государственного таможенного комитета обнаружили 77 электронных сигарет и 9 флаконов жидкости для них. В другом магазине в Гагре изъяли 91 электронную сигарету и 5 флаконов жидкости. Материалы направлены в отдел дознаний и таможенных расследований ГТК. С 7 февраля 2024 года в Абхазии действует закон, полностью запрещающий ввоз, рекламу и оборот электронных сигарет и вейпов. В Москве завершила работу главное парковое событие. Это шестая международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха, общественных пространств и особо охраняемых природных территорий «Парк Season Expo». Администрацию Сухума на выставке представлял замглавы Автандил Сурманидзе, сообщает сайт столицы. В рамках мероприятия состоялся форум парков стран СНГ, а также традиционные мероприятия, среди которых 4-й Всероссийский форум по благоустройству и импортозамещения сделано в России, 2-й Международный конгресс парков развлечений и производителей аттракционов и 3-й образовательный слет директоров парков. Более 100 заявок поступило на конкурс «Лабораторию. Музыка. Диалог без расстояний и границ», рассказала заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии Алиса Гизба. Прием завершен 30 сентября к полуночи, однако участникам предоставлена возможность дослать недостающие документы. Результаты первого тура станут известны не позднее 5 октября. Конкурс «Лаборатория» Алисы Гизбы пройдет на 2 площадках – в Абхазии и в Москве. Гала-концерт запланирован на 23 октября и состоится в Абхазской госфилармонии. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив России и правительства Абхазии. География участников конкурса охватывает не только Абхазию и Россию, но и страны Европы, а также Латинской Америки, сообщает сайт Минкультуры Абхазии. 3 октября в православных храмах Абхазии особый день – память покровителя абхазской земли святого мученика Евстафия Апсилийского, первого абхаза, святость которого была признана всей христианской церковью. Святой Апсилий правил в начале VIII века, был сыном знатнейшего и первейшего среди апсилов Патрикия Марина. В 738 году арабы под командованием Сулеймана вторглись в горную Апсилию. Евстафий был захвачен в плен арабами при взятии крепости Сидерон в районе современной Цибильды. 2 года абхазский князь содержался в заточении в Месопотамии. Все это время пленного князя арабы пытались насильно обратить в ислам.
Не добившись своего, они предали его смертной казни в 740 году. Могила святого мученика стала местом паломничества для христиан, которые приходили к мощам Евстафия и получали исцеление. Существует предание, что святой Евстафий воздвиг в Цибельде храм во имя великомученика Евстафия Плакиды, украсив алтарную преграду храма каменными изразцами. 3 октября исполнилось 80 лет со дня рождения легендарного советского спортсмена Виктора Санеева, уроженца Сухума. Тренировался под руководством Акопа Кирселяна. Санеев – единственный в истории тройной олимпийский чемпион в тройном прыжке, серебряный призер Олимпиады 80, двукратный чемпион Европы на открытом воздухе, 6-кратный чемпион Европы в помещениях, 8-кратный чемпион СССР. За карьеру он трижды устанавливал мировые рекорды в тройном прыжке, а его победа в финале Олимпиады 68-го в Мехико, когда рекорд мира обновлялся 4 раза за дни соревнования, навсегда вошла в историю легкой атлетики. После завершения карьеры он жил и работал в Австралии. Ушел из жизни 2 января 2022 года в возрасте 76 лет. Виктор родился и вырос в Сухуми. То было трудное послевоенное время. Внезапно тяжело заболел отец. Мать работала уборщицей, сажала цветы в парках, стирала белье у чужих людей. Как могла, кормила семью и воспитывала единственного сына, как умела. Что трудно было мне, очень трудно. Приходилось в жизни не то мне и другим многим так. Мучилась своими трудами. Так меня муж пролежал парализованный и сказал: ты, когда побьешь, вид не давай. Так я все на сердце на себе переживала, что никогда не поцелую и не пожалею его. Вот такая я была. Как он мне приказывал воспитывать, так я его и воспитывала. Я теперь только спрашиваю: Виктор, как ты ко мне? Он говорит: мама, я тебе за эти слова, что спасибо говорю вот всем, что ты меня строго держала. Это только так вот говорю, а что на сердцу все она отлеглось, и зато, может, она так и теперь колышется еле-еле. Подобно всем сухумским мальчишкам, Виктор гонял футбольный мяч, бегал, плавал и ничем особенно не отличался от такой же бегающей, плавающей приморской ребятни. И заслуга его первого тренера Акопа Кирселяна в том, что он сумел угадать в этом совсем обычном, неказистом на вид пареньке будущего чемпиона. Тут Санееву, безусловно, повезло. Как же это случилось, Акоп Самвелович? У меня был свободный урок. Директорша школы, Малыгина Таисия Петровна, берет меня под ручки и говорит: Акопчик мой дорогой, пойдем, я тебе покажу твоего будущего рекордсмена. Я говорю: Таисия Петровна, там нечего смотреть, я с маленькими пока не работаю. Мне старше, с 5-го, 6-го класса. Я говорю: это 4-й класс, очень маленький. Она: ничего, идем, я тебе покажу. Стоит щупленький мальчик, таких мальчиков много в классе, там 35-40 человек. Я говорю: Витек, давай, сделай один прыжочек. Вот он разбежался, бежит легко, свободно, прыгнул. Так, легко оттолкнулся. Взял я рулеточку, замерил 4,40. Я говорю: Витек, а легкую атлетику ты знаешь? Он говорит: а что будем делать? Я говорю: бегать. А прыгать будем? Я говорю: обязательно. Вот я, говорит, люблю прыгать. Я говорю: будешь прыгать. Но надо быстро очень бегать для того, чтобы далеко прыгнуть. Он говорит: буду, говорит. Документальный фильм о заслуженном мастере спорта в тройном прыжке «Секрет» Виктора Санеева, снятый в 1976 году, смотрите в нашем вечернем эфире. Соревнования на Кубок президента Абхазии по конному спорту пройдут 4 октября на Абзыбском ипподроме. В программе турнира, помимо традиционных скачек, зрители ждут и соревнования по конному футболу и метанию дротиков. Начало соревнований в 10:00. Организаторы турнира – Государственный комитет по делам молодежи и спорту и Федерация конного спорта Абхазии. Главный судья соревнований Джарназ Бени. Состоялся открытый чемпионат Абхазии по классическому и многоповторному стритлифтингу. В турнире приняли участие спортсмены абсолютной возрастной категории, а также юноши и ветераны.
По результатам чемпионата в классических подтягиваниях первое место заняли Цушба Юрий и Кархалава Ратмир. В классических отжиманиях победителями стали Хутаба Алишер и Тарба Иснат. В подтягиваниях мультилифт первое место занял Авидз Балинард. В многоповторных отжиманиях победителем стал Цушба Юрий. В классических отжиманиях и подтягиваниях среди девушек первое место заняла Эмма Шамба. Организатором соревнований выступила администрация фитнес-клуба Power Gym совместно с командой стритлифтинга и управлением по делам молодежи и спорта администрации Сухума. По итогам соревнований была сформирована команда сборной Абхазии по стритлифтингу, которая планирует принять участие в международном турнире Кубок Содружества в Армавире 25 октября. Рады приветствовать всех гостей и участников данного мероприятия. Очень отрадно, что в нашем соревновании принимают участие молодые спортсмены. Это является мотивацией для нас создавать условия для развития спорта, для участия молодежи в спорте в целом, так и в стритлифтинге в частности. Чемпионат Абхазии по стритлифтингу проходит уже 3-й раз. Я желаю от себя вам показать наилучшие результаты и обойтись без травм. В завершении выпуска прогноз погоды. В выходные дни 4 и 5 октября ожидается переменная облачность, в субботу без осадков. В воскресенье с полудня дождь разной интенсивности, гроза. Местами в предгорных районах возможен дождь с градом. Атмосферное давление повышенное, ветер слабо умеренный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18, днем 23-28. Температура морской воды плюс 22. Относительная влажность воздуха 60-80%. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных.